давай, чуть-чуть, давай. Ну-ка, сидели, как он, давай. А чего, ход слушать? Ой, вот, с удовольствием приехали, послушай, давай. Именно для этого приехал. Давай, послушай. Ой, устали слушать, Не, наверное. Давай, устали. давай, ждем. Не устали. Была Отечественная война. Мы с друзьями по оружию находились в окопах и решили написать стихотворение о любви молодого солдата. Нам было в это время по 17, по 18 лет. Вот сейчас, когда танк темнотой окутан, когда дума созрела в тревожной тиши, показалась родная, почудилась тут ты. Тот же запах волос, те же руки, они горячи. Ты, наверное, помнишь, как ночью бывало, серебром своих слов торопливо звеня, целовала меня и любимым своим называла, говорила: нигде никогда не забуду тебя. Но я знаю, я верю, звезды вечно сияют, жива и прекрасна наша любовь. Может, станет такое, я скрипну знакомой в дверью, будет радость и счастье заветной вновь. Нас война развела, по дорогам, путям разметала, нынче бой, завтра бой, послезавтра тоже бои. На переднем краю среди гула металла слышу голос я твой, вижу губы твои и дыхание зрелой, что вишни. Ну что же мне вечно дороги, дороже их нет. Никогда в моем сердце не будешь ты лишней, никогда мое сердце не скажет холодное нет. Как люблю я тебя, как хочу и под небом суровым быть поближе к тебе, о тебе говорить. Ночь черна, как смола, где-то слышится топот, где-то выстрел звучит одинокий, глухой. Завтра утром, наверное, покинем окопы и уйдем в оглушительный бой. Ты живи, не горюй и не плача, я с тобой перед боем один говорю. Каждой капли крови, своим сердцем горячим, я с тобою, я твой, я тебя больше жизни люблю. Молодец! А что,